Вот смотрите, у нас в городе очень много косых, кривых деревьев, и многие из них уже, ну, откровенно говоря, некротические, их пора будет спиливать. Ну, вот, на мой взгляд, когда я вижу вот эту аллею лип, я бы хотел повторения вот этой аллеи, как у вас, чтобы были прямые, штамбированные, красивые деревья. Аллейные, да. Да, именно. Аллейные. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о них. Аллейные деревья – это основной каркас зеленый современного города. Это деревья, которые специально выращивают в питомнике в течение там, от 15 до 25 лет. Они уже к нам поступают, должны поступать в город вот в таком вот размере 5-6 метров. То есть это взрослые деревья. Они в питомнике пересаживаются несколько раз, 4-5 раз обычно, для того, чтобы корневая сформировалась вот в пределах того кома, который выкапывается. Посадка таких деревьев в городе, конечно, дает возможность сразу, мгновенно получить эффект уже зеленой большой улицы. Не ждать 15 лет, пока все вырастет. Да, я вот тоже, честно говоря, не понимаю. Мы садим эти 1,5-2-метровые саженцы, ну... И потом мы ждем, что через 30 лет из них вырастут деревья. Так как мои родители переехали в микрорайон ЖТСУ-2, когда там была голая степь, мы жарились на солнце там и ждали, думали, когда же у нас вырастут деревья. Сейчас у меня уже растет маленький сын, я в этом районе уже не живу. Кое-как там появились деревья. А представьте, вы захотите сейчас с семьей переехать в какой-то там новый район, там, да, и опять вы будете ждать, там, да, когда только дети ваши эти деревья. Конечно, нужно сразу сажать большие деревья для того, чтобы сразу получить этот эффект зеленого города. И для этого их нужно выращивать у нас в Казахстане. Ну, а пока, может быть, приобретать где-то, где их выращивают уже давно. Ну, а если город начнет их приобретать, во-первых, эффект будет сразу, а во-вторых, питомниководы, такие как мы, поймут, что наконец-то городу нужны такие деревья, начнут их выращивать. Это значит, что у нас есть шанс, что там через 5, 10, 15 лет у нас будут уже все наши деревья, которые мы будем спокойно сажать, они будут приживаться. Важный момент, который я хочу сказать, что нам нужно заняться культивированием наших эндемиков. У нас есть очень много красивых наших деревьев. Если даже вы возьмете ясень наш, но его в молодом возрасте правильно начнете за ним ухаживать, поставите его на бамбук, начнете его обрезать, он вырастет не менее красивый, чем та же самая липа. То есть липа природная, она тоже будет не такая красивая. Просто ей занимались, ее формировали. Как скульптура. Да, ее как бы занимались там, да, зеленой скульптурой. То же самое можно делать и с нашими растениями, естественно.